Ментимир Шарипович, вы были инициатором возвращения Ватиканского списка Казанской иконы Божьей Матери. Расскажите, как это было? Явление особо почитаемой в христианском мире иконы Божьей Матери именно на нашей земле, в Казани, всегда для всех нас было предметом особой гордости. Думаю, желание восстановления храма, основанного на месте обретения этой чудотворной иконы, присутствовало всегда. Мы знали и помнили трагическую историю и собора, и Казанской иконы Божьей Матери. Но, как я часто говорю, не было у нашего народа возможности для того, чтобы, по сути, в течение всей жизни одного поколения мы же перенесли слишком много драматических событий. Это революция 1917 года, коллективизацию, репрессии, Великую Отечественную войну, послевоенное восстановление страны, 70 лет жизни в атеистическом обществе. Затем перестройка, как всем известно, со сменой формы собственности и политической системы. Таково было время. Как известно, в конце 90-х годов мы начали подготовку к празднованию тысячелетия Казани. И в это время, благодаря усилиям моего советника по политическим вопросам Рафаэля Сибгатовича Хакимова, мы вышли на след одного из списков икон конца XVIII века. Однажды к нему приехали католики из Кёльна. И среди деловых разговоров упомянули о Казанской иконе Божьей Матери, якобы хранящейся в Ватикане. Естественно, мы изучили всю предысторию и узнали, что в Ватикане не подлинная икона, а список. Ну, как говорят верующие, намоленный список. Мы так узнали, что он был вывезен из России в период гражданской войны, когда за границей, за бесценок, тогда оказалась часть культурного наследия нашей страны, в том числе и церковные святыни. Казанская икона Божьей Матери пользовалась огромным почитанием не только в православном, но и в католическом мире. Поэтому ей пришлось пройти сложный путь. В 1950 году список иконы был в частной коллекции английского археолога. В 1964 году был перевезен в Нью-Йорк. В то же время русская диаспора организовала сбор средств для выкупа иконы. Сотрудничала в этом направлении с различными общественными и религиозными организациями. И в 1970 году американские католики выкупили икону и передали ее в португальский город Фатиму, где для ее размещения специально была построена церковь Успения. Видимо, это произошло отнюдь не случайно. Выяснилось, что город Фатима является одним из значимых центров христианского паломничества из-за того, что именно здесь в 17 году было явление Девы Марии, 3 португальским девочкам. Это впоследствии католической церковью было признано настоящим чудом. В 1928 году на этом месте был построен храм в честь Девы Марии. Мы восприняли созвучие истории явления Девы Марии Фатимы и Божьей Матери в Казани как знак для всех нас свыше. Нам стало известно, что с 1993 года икона находится в личных покоях Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане. Однажды в Казань приехал профессор Гиссенского университета Хампель. Между делом он рассказал, что 7 лет работал он в Ватикане и видел список иконы своими глазами у Папы Римского. Узнав об этом, я попросил мэра Казани Камиля Исхакова и своего советника Рафаэля Хакимова разузнать подробнее
возможно ли возвращение иконы на место ее явления, то есть в Казань, которая активно готовилась, как я уже говорил, к празднованию тысячелетия столицы. Посоветовались с владыкой Анастасием нашим и решили попытаться взяться за это дело. Решено было, что делегация мэрии Казани поедет в Ватикан и проведет переговоры с Папой Римским Иоанном Павлом II. Велась длительная переписка по этому поводу. Запросы, ответы, разъяснения и так далее. И, наконец, Папа Римский Иоанн Павел II назначил аудиенцию казанской делегации на 26 октября 2000 года. Я, как президент республики, подписал письмо Иоанну Павлу II. В нем были такие слова, считаю нужным привести часть. «Мы не смеем и мечтать о том, — писали мы, — чтобы казанская икона Божьей Матери вернулась на родину в Казань. Но если бы это произошло, то стало бы равносильно чуду. И православие всей России восприняло бы этот акт как ее второе рождение». Сам по себе такой акт был бы воспринят как жест доброй воли и стал новым шагом к укреплению уз взаимопонимания мусульман и христиан во всем мире, мы написали. 26 октября 2000 года делегация во главе с мэром Казани Камилем Исхаковым и моим советником Рафаэлем Хакимовым встретились в Ватикане с Иоанном Павлом II. Таким образом, наше письмо было передано лично в руки Папы Римскому. Безусловно, для Иоанна Павла II было не просто принять решение о возвращении в списки икон, потому что отношения между католической и православной церквями непростые, что Папа, по-видимому, надеялся таким путем передачи иконы их как-то смягчить. Нам стало известно, он действительно хотел лично вернуть казанскую икону Божьей Матери на место ее явления. Но не сложилось. Много тут было переговоров, диалога и так далее. Но не сложилось. 30 августа 2004 года икона была официально передана патриарху Московскому и всей Руси Алексею II. Ее вручил от имени Папы Римской нунций Вальтер Каспер. Затем патриарх Алексей II привез ее лично в Казань к тысячелетию нашей столицы. Икона была помещена к Крестовоздвиженской церкви. При передаче иконы Алексей II заметил, что было бы хорошо, если возвращение списка знаменитой иконы стало бы добрым поводом для возрождения Казанского Богородицкого монастыря на том месте, где мир и обрел Казанскую икону Божьей Матери. Вот с тех пор эта мысль не покидала нас. Она постепенно овладевала всеми нами. Митя Мишевич, каково значение возрождения собора Казанской иконы Божьей Матери для республики? Безусловно, возрождение собора имеет огромное значение для всего христианского мира. Оно очень важно и для нас, многонационального Татарстана и России. На наш взгляд, мы созрели к такому благородному деянию. В 1996 году, будучи президентом республики, я подписал указ, где к тысячелетию Казани было принято решение на территории Кремля построить мечеть Куль-Шариф и отреставрировать Благовещенский собор. Вскоре мы дружно взялись за это дело. Так случилось, что тогда год, когда это мы принимали решение, выдался урожайным. Мы пригласили всех глав администрации и держали совет. Я говорил, Всевышний вовремя послал нынче дождь, удачную погоду
и мы получили на пару центнеров зерна с гектара больше, чем могли бы обычно. Поэтому есть предложение, я сказал, зерно, дарованное свыше, продадим, а деньги пожертвуем на строительство и восстановление святынь. По республике повсеместно прошли сходы граждан. Был создан единый фонд. Таким образом, было собрано 32 миллиарда неденоминированных рублей. Ну, это, видимо, где-то порядка 2 миллиардов. Завели так называемую мы вечную книгу, куда вносились имена всех, кто пожертвовал на святое дело. Это стало мощным началом духовного возрождения каждого из нас. Раньше, потому что таких поступков не бывало. И в дальнейшем она проявилась во всю мощь в реализованном всенародно-масштабном проекте по возрождению древнего Болгара, как все мы знаем, и острова града Свияжска. Вы знаете, для этого в республике за счет личных пожертвований граждан и ряда крупных спонсоров был создан мощный фонд возрождения. Этот проект открыл в наших людях стремление к обретению духовности. Мы поверили в свои силы. Благодаря неутомимой деятельности и организаторского таланта исполнительного директора фонда Татьяны Петровны Ларионовой, посоветовавшись с руководителями всех конфессий, представленных в нашей республике, президент республики Рустам Нургалиевич Миниханов 4 ноября 2015 года, это в День народного единства, одним указом принял решение о воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери и создании Болгарской исламской академии. Это впервые в истории страны. Надо отметить, что это решение было нацелено не только на возрождение прошлого исторического наследия, что также очень важно, но и на укрепление межконфессионального и межнационального согласия в республике. Вот в чем главное, я считаю, значение возрождения собора для Татарстана. Нам всем известно, что это одна из самых актуальных проблем современности, которые все больше занимают умы правителей и граждан многих государств мира. Мы сейчас видим, что воссоздание собора Казанской иконы и деятельность уже построенной Болгарской исламской академии весьма положительно сказывается на укреплении межрелигиозного и межнационального согласия в нашей республике. Дмитрий Мишаревич, а какие главные этапы по воссозданию собора прошел Республиканский фонд Возрождения? И что было самым сложным, на ваш взгляд? Самым сложным, наверное, был начальный этап работы, к которому на месте руин собора в конце апреля 2016 года приступили в основном наши археологи, сотрудники Института археологии имени Халикова, Академии наук Республики, во главе с нынешним ректором Айратом Сиддиковым. Площадь работ составляла около 2500 квадратных метров. Сначала надо было четко понять, что сохранилось от исторического собора. Провели раскопки и раскрыли территорию собора. Провели расчистку от слоев, сформировавшихся в результате взрыва в 1932 году, когда храм был разрушен, сказал бы, дотла, от деятельности тогдашней табачной фабрики, которая размещалась здесь во время войны и просуществовала до 2000-х годов. После этого началась основные изыскательские работы. И под руинами стен нижней подпольной части обнаружили разрушенный уникальный пещерный храм. После долгих консультаций со специалистами пришли к выводу восстановить собор в полном объеме, воссоздать и нижние, и верхние части. Это намного, безусловно, усложняло нашу работу, но по всей стране церкви с пещерными храмами – это большая редкость. Поэтому мы решили возродить
и пещерный храм. Археологи прекрасно поработали. Провели исследования на площади более 250 квадратных метров и зафиксировали руины собора 1595 года постройки. Они представляли собой белокаменный фундамент на известковом растворе шириной до 3 метров. И мы начали реставрацию пещерного храма. Усилили его конструкции и фундаменты. Накрыли пещерный храм железобетонной плитой. Начали возводить стены благодаря этому верхнего храма. Как известно, 21 июля 2016 года в Казань, день явления Казанской иконы Божьей Матери, прошло торжество закладки первого камня в основании воссоздаваемого собора Казанской иконы Божьей Матери с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла и руководства республики, и много гостей. Митим Мишаревич, а как в целом проходило сотрудничество с Казанской епархией? Я должен сказать, что немаловажную роль в принятии решения о воссоздании собора сыграл и владыка Феофан, который летом 2015 года был назначен митрополитом Казанским и Татарстанским. Мы сразу нашли с ним общий язык, пришли к единому мнению. И в том, что мы возродили величественный собор во всей красе. Огромное усилие митрополита Казанского и Татарстанского Феофана – это труднооценимое. Начиная это дело, мы рассчитывали на его богатый опыт возведения ряда православных храмов в России. И не ошиблись. Владыка Феофан принимал самое активное участие в ответственных решениях, касающихся строительства, и уже с заглядом вперед заботился он о том, как храм будет служить верующим. Он умел вдохновлять людей на соработничество. Мне впервые, пожалуй, я столкнулся вот с таким выражением. Мне оно очень понравилось, это слово. Соработничество, произнесенное владыкой Феофаном, процессы наших рабочих совещаний, она как-то украшала или нас объединяла. Как он говорил, наличие соработничества – это свидетельство того, как люди, стоящие у власти, общественные и государственные деятели и представители институтов, ответственных за духовное состояние народа, православные и мусульмане, мы все в этом случае вместе. Лучше не скажешь. В этом, пожалуй, здравая, глубокая философия воссоздания этого исторического собора. Мы даже представить не смогли, что открытие собора, о котором он не только мечтал, но и сделал для этого очень много, что мог состояться без него. К сожалению, его не стало. Пусть земля будет пухом. Благо, что в 2020 году он успел освятить пещерный храм. С каким воодушевлением он провел там первые богослужения. Мы всегда будем помнить его благие деяния. Пусть его душа покоится с миром. Я должен сказать, что сотрудничество с Казанской епархией было основано на полном взаимопонимании. И оно продолжается и при уважаемом владыке Кирилле. Особую благодарность хочу выразить наместнику Казанского Богородицкого монастыря, игумену Марку, который действует сознанием дела. Он наш сейчас основной советник в вопросах православия, инициатор многих важных решений и в ходе восстановления комплекса собора. Митим Мишаревич, а насколько полно удалось восстановить и внешний облик, и внутреннее убранство храма, и какие исторические детали удалось сохранить? Как известно, собор был построен в начале XIX века, и уже тогда существовала хорошая казанская и
иконописная школа. Сохранились эскизы, фотографии, поэтому была возможность сделать все максимально приближенно к первоисточнику. Очень важную помощь оказал Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу. Сотрудники Госархива Республики передали метрополии и проектантам основные материалы, имеющиеся в республиканских архивах, что очень и очень важно. Документы по описанию иконостаса собора и иные материалы. В поисках недостающих исторических документов они поработали и в Российском государственном историческом архиве. Спасибо им. Ключевыми документами в изучении Казанского собора послужил также уникальный сохранившийся материалы с 4 столетий из фондов Национального музея республики. И особенно Государственный музей изобразительных искусств республики. Внутреннее оформление собора в основном соответствует историческим документам, то есть повторяет основные черты предыдущего проекта, созданного, скажу и не мною сказано, гениальным российским архитектором Иваном Старовым. Нам удалось выполнить реставрацию пещерного храма, также в соответствии с историческими эскизами и сохранившимися архивными источниками. Он восстанавливался в соответствии с проектными решениями знаменитого архитектора своего времени Алексея Щусева. Его проект пещерного храма на месте явления Казанской чудотворной иконы никогда не публиковался и практически не упоминается нигде. В основных публикациях я имею в виду, посвященных творчеству этого мастера. В личном архиве наследников Щусева удалось обнаружить эскизы к 2 вариантам проекта, а также некоторые документы, дающие возможность уточнить историю создания Казанской часовни и изначальный авторский замысел. В соответствии с эскизами Щусева удалось воссоздать раскладку росписей потолка и стен, места обретения иконы и иконостас. Это огромный вклад. Такая работа, и она сохранена была в основном, и удалось вот так восстановить пещерный храм. Витимир Шарипович, какие специалисты еще привлекались и какие материалы были использованы? К работе над проектом были привлечены ведущие эксперты не только из Татарстана, но и из самых разных регионов России. Нам удалось создать уникальную систему взаимодействия. Все участники проекта работали слаженно, уважая и понимая друг друга. Это замечательные специалисты, люди, искренне преданные своему делу. В целом, при выборе подрядчиков и экспертов учитывался их опыт, репутация, что очень и очень важно, профессионализм. Многие из них участвовали в проекте возрождения у нас в Болгаре и Свияжска. Мы уже были знакомы отчасти. К примеру, проектированием собора занимался профильный республиканский проектный институт Татинвестграждан проект во главе с Аделем Хуснутдиновым. Что очень важно, этот институт у нас он стал одним из основных не только в республике. Это одно из авторитетных учреждений в своей сфере сегодня. И сейчас они работают и в Крыму, и в других регионах. Она имеет разрешение на ведение института, я имею в виду, многих проектных работ и инженерных изысканий, экспертно-консультативную деятельность, также обследование зданий, сооружений, а также лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление этой деятельности. Особенно, подчеркну, это в сфере сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Генеральным подрядчиком строительства воссоздаваемого собора является известная компания, и не только в республике, Еврострой Холдинг, генеральный директор Владимир Козелов. Это профессиональная команда строителей, инженеров, технического персонала и управленцев.
Настоящие мастера они своего дела. Особо отмечу заместителя директора компании Тимура Алишева и производителя работ Антона Дарщиева. С первых дней их труд и отношение к объекту были образцом, да и для многих, я должен сказать, ответственности и самоотверженности. Компания успешно ведет строительство и реставрацию в исторической части Казани, в том числе на территории и в целом и Казанского Кремля. Для наружного оформления собора митрополия нам рекомендовала одного из лучших московских мастеров. Это компания «Домострой». Они предложили выполнение дизайн-проекта внутренних интерьеров собора на безвозмездной основе в качестве благотворительного взноса. Огромное им спасибо за все. Среди тех, кого мы привлекли к работе, это компания «Рестор» из Костромы. Это единственная организация, которая смогла выполнить сложные работы по возведению кирпичных сводов в пещерном храме в строгом соответствии с историческими источниками. Это непростая работа была. Для восстановления живописи в пещерном храме мы пригласили межобластное научно-реставрационное художественное управление. Его специалисты ранее занимались реставрацией живописи в Благовещенском соборе. В Свияжском только также они с нами работали. В монастырях, вы же знаете, сколько церквей и монастырские здания нам приходилось восстанавливать в Свияжске. Этот опыт очень крепко нам помогало и будет служить и в дальнейшем. Потому что работа этих мастеров, как известно, коль объект оказался в списке ЮНЕСКО, она уже всемирно признанными считается. Известный нам всем художник-реставратор Валерий Косушкин замечательно отреставрировал сохранившуюся живопись пещерного храма. Я особо представляю этого человека, где бы я когда бы не был, в Свияжске или здесь в соборе, всегда он в работе, и где-то он висит там высоко и продолжает работать. Работы по модификации выявлены в ходе археологических исследований архитектурных объектов и предметов с созданием нового музейного пространства в пещерном храме собора занимался также Центр музейного проектирования. Эта организация принимала участие в создании музея также болгарской цивилизации, также музея археологического дерева, который называется «Татарская слободка» в Свияжске. Эти объекты зрители знают. Ученые, изучающие историю пещерного храма, подсказали, что одной из особенностей этой подземной церкви было то, что на ее алтаре наряду с другими висели и полотняные иконы. Мы решили воссоздать и эту традицию и заказали рукодельницам золотошвейной мастерской Донского монастыря в Москве икону «Покров Пресвятой Богородицы». 18 выживались, учитывая все исторические тонкости, 1,5 года работали над этой работой. В итоге получилось настоящее произведение искусства. Хочу подчеркнуть, что росписи верхнего храма собора были воссозданы с максимальным приближением к историческому оригиналу. К этой работе были привлечены научные сотрудники Государственного музея изобразительных искусств нашей республики и ведущие специалисты в области церковной академической живописи XIX века из Москвы. Для научно-методического сопровождения была создана рабочая группа, в которой вошли председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московской патриархии протоиерей Леонид Калинин. В свое время он принял активное участие в воссоздании храма Христа Спасителя в Москве. В целях максимально возможного приближения к историческим интерьерам, включая роспись стен и куполов, мы пригласили в качестве консультанта
всемирно известного специалиста Андрея Баталова, доктора искусствоведения, заместителя генерального директора музеев Московского Кремля по научной работе и заместителя председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации также. Он работал с нами на благотворительной основе. Огромное спасибо от всех нас ему. Также безвозмездно на протяжении всех 5 лет в воссоздании собора с нами работала Светлана Персова. Это наша работница республиканская. Сейчас она директор Центра архитектурно-реставрационных исследований Казанского архитектурно-строительного университета. Все свои знания и огромный опыт в сфере исторического наследия она вложила в решение вопросов архитектуры и живописи храма. Проект воссоздания росписи собора подготовлен на основе программы, разработанной искусствоведом Натальей Бартельс. Это научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. Это Москва. В основе программы росписи лежат сохранившиеся архивные исторические материалы. Уже в процессе работы при содействии Казанской митрополии директором Государственного музея изобразительных искусств Республики Розалией Нургалеевой и сотрудниками Верой Немтиновой и Анной Калиной были найдены в московских и петербургских архивах неизвестные ранее документы. Эскизный проект росписи подготовлен и осуществлен под руководством художника-директора мастерская Пахомова, это Вячеслава Валентиновича Пахомова, это из города Ставрополь. Что касается материалов, то об этом вам лучше расскажут сами специалисты. Но все же приведу один пример. Как я упомянул в начале, в пещерном храме был обнаружен белокаменный фундамент на известковом растворе. Так вот, при реставрации был использован точно такой же известковый раствор, какой мы использовали, когда восстанавливали Булгар и Свияжск. Или возьмем оформление внутреннего интерьера верхнего храма, его иконостаса и росписей. Кстати, это очень тонкая, долгая работа, потому что используются специальные натуральные краски по древним рецептам. Они наносятся в несколько слоев и должно быть выдержано необходимые сроки для высыхания, чтобы дальше можно было работать над ними. Особая история была с половым покрытием верхнего храма. Его по сохранившимся в архиве фотографиям точь-в-точь воспроизвели и тщательно укладывали великолепные мастера из знаменитого на весь мир, основанного в 1747 году Каслинского завода. Это архитектурно-художественная литья из Челябинской области. Конечно, были использованы и современные технологии. Например, в конструкции пола собора сделаны светопрозрачные участки для демонстрации сохраненного исторического фундамента первого каменного собора, построенного в 1594-1595 годы. Также в ходе строительства собора было предложено выполнить фасадные иконы из смальтовой мозаики более долговечного материала. На наружных фасадных поверхностях храма установлено 28 таких уникальных икон размером 2 на 2 метра. При воссоздании собора также применены современные способы устройства вентиляции, отопления, кондиционирование и систем связи, а также видеонаблюдения противотеррористических и противопожарных мер безопасности. Это уже разумные, справедливые требования безопасности, я считаю. Дмитрий Мишаревич, а как осуществлялось финансирование этой, я теперь уже понял, без преувеличения, масштабной работы? Я скажу, что уже отчасти говорю, что Республиканскому фонду Возрождения было поручено осуществлять сбор благотворительных средств
и координацию работ по воссозданию собора Казанской иконы Божьей Матери. Проект нашел широкий отклик у огромного количества людей, не только в республике, но и далеко за ее пределами. Средства на воссоздание собора жертвовали граждане самых разных вероисповеданий, происхождения и места жительства. Когда я, например, проводил рабочие совещания на соборе, на месте воссоздания, часто встречал, много же гостей приезжает. Люди, которые посещали Крестовоздвиженскую церковь, они очень активно также, сколько могли, столько, я имею в виду, значит, безучастными не оставались. Это я наблюдал, я с ними разговаривал, у них со слезами на глазах, как бы с удовольствием вносили жертвования. Неважно, какая сумма. А ведь миллионы людей проходят. А что будет дальше? Было время, когда до разрушения собора еще в те времена в казну Казани поступало до 70% средств от посещения благотворителей или посетителей Казанского собора иконы Божьей Матери в те времена еще. Такие данные и такая данность, я бы сказал, на сегодняшний день. И то, что если нам учесть, что Казань очень посещаемая республика, очень посещаемая туристами иностранными и отечественными. Так что содержать, я думаю, что станет дело содержания делом всенародным. Мне самому так думается. Но, безусловно, крупные благотворители наши, это как Татнефть, Таиф, ряд крупных организаций, я имею в виду предприятий, они, и не только начиная, как мы с того времени, когда восстанавливать начали и Булгар, и Свияжск, вносят огромный вклад. От имени Республиканского фонда Возрождения мы от всей души благодарим всех причастных к воссозданию собора Казанской иконы Божьей Матери. Спасибо всем. Счастья и всяческих благ всем. Дмитрий Мишаевич, а кто из благотворителей внес наиболее значительный вклад в восстановление собора? Безусловно, мы благодарим за внимание и поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он и в данном случае, и в более ранней стадии, когда мы взялись за возрождение материального наследия в Татарстане, лично поддерживал. И в личных встречах высказывал и пожелания, и советы, одним словом, вдохновлял. И духовно, и душевно, и соответствующие указания компаниям и так далее, и тем, кто принимал участие в восстановлении. Безусловно, наш президент Рустам Нуралиевич Минниханов, как говорится, тем более одним же указом восстановления собора и строительства Исламской академии впервые в истории России. Это как-то параллельно вели, и за короткие сроки академия была построена. Как бы сказать, где большое, где более малое чудо творятся на фоне, когда мы взялись за возрождение нашего духовного и материального наследия. Дмитрий Мишаевич, как вы считаете, станет ли новый собор, по вашему мнению, я бы сказал, одним из духовных центров нашей страны? У нас и лично у меня нет сомнений в этом. И не только, я скажу, страны. Возрожденный собор станет известен по всему миру. Наш разговор не зря начался с истории списка Казанской иконы Божьей Матери из Ватикана. Я не православный человек, а мусульманин.
и не религиозный деятель. Но, на мой взгляд, самое важное здесь именно Казанская икона Божьей Матери с ее данной свыше примирительной миссией. Образ Божьей Матери, воплощенный в Казанской иконе, выполняет свою великую миссию везде и всюду. Мы помним, что на исторической встрече на Кубе в 2016 году патриарх Кирилл, как знак надежды на сближение православных и католиков, подарил Папе Римскому Франциску список именно Казанской иконы Божьей Матери. Это еще раз свидетельствует о высокой степени значимости нашей с вами стараний во имя мира и согласия через межкультурный диалог. Достойно внимания и место явления иконы наша Казанская земля, где на протяжении веков собрались и живут в мире и согласии люди разных религий и национальностей. Ведь важно не только возвращение чудотворной иконы и воссоздание ее величественного храма, но и создание вокруг них стабильной атмосферы мира и созидания, как бесценное материальное и духовное наследие, которое мы должны передавать будущим поколениям. Спасибо, Митя Мишарович.